Городской совет Коростеня Житомирской области отказался переименовывать улицы Ленина, улицу Советскую и улицу Парижской коммуны. 93% местных жителей проголосовали за сохранение символов коммунизма. Поэтому гостей города по сей день встречает памятник зачинателям забастовки железнодорожников за власть советов. А в этот парк приезжают отдыхать со всего района. Он все еще носит имя автора романа «Как закалялась сталь» Николая Островского. В настоящее время в Коростене по закону декоммунизации должны переименовать 60 улиц. Это почти все улицы города. И снести почти все памятники. Как на мое мнение, у нас сейчас есть более важные проблемы, чем улицы переименовывать и заборы перекрашивать. Привыкли уже все к этим улицам, памятникам, зачем их сносить? Это тупизна, я считаю. Спустя несколько часов общения с местными только один парень был готов отказаться от соседства с коммунистическим прошлым. Я считаю, что идолы советского времени должны отойти в прошлое. Это сугубо мое мнение. Но сейчас не их время. Нужно идти вперед. Городской глава Владимир Москаленко обещает, что против мнения жителей своего города не пойдет. Сейчас мы ожидаем голосования областной рады, но я им сказал, если вы проголосуете за переименование и снос памятников, то я подам на вас в суд. Дело в том, что их полномочия не до конца прописаны, это раз. А два, согласно законодательству, чтобы что-то сносить или переименовывать, нужно провести опрос и получить согласие народа. А народ против. Правда, последнее слово все же за Верховной Радой. Если депутаты не поддержат решение Москаленко, то жителям Коростеня все же придется менять прописку, а также прощаться с постаментами коммунистической власти. Ирина Кононенко, Вадим Игнатов. В настоящее время. Житомирская область.